Республика действительно погрязла в коррупции, и в докладе раскрываются механизмы того, как, собственно, деньги из федерального бюджета, деньги, которые выделяются в Чечню, с помощью каких механизмов они осваиваются и становятся деньгами украденными, деньгами коррупционными. В частности, речь идет, конечно, о ключевом механизме осваивания этих средств. Это так называемый фонд имени Ахмата Кадырова, который полностью контролируется Рамзаном Кадыровым. Этот фонд возглавляет официальным руководителем этого фонда является мать Кадырова, Аймани Кадырова. Практически каждый житель Чечни обязан перечислять в фонд часть своей ежемесячной прибыли. Причем это касается и бизнесменов, и чиновников, и работников бюджетной сферы. Однако механизмы сбора этой фактически дани очень разные. Если бизнесменам просто предлагают сотрудники администрации, ответственные за это, сотрудники силовых структур, предлагают перечислять деньги в фонд Ахмата Кадырова в виде добровольных пожертвований. И это такое предложение, от которого невозможно отказаться, потому что в случае, если человек откажется, его бизнес просто окажется под угрозой. В случае, например, с работниками бюджетной сферы ситуация несколько отличается. Один из ключевых механизмов осваивания этих средств – это начисление премий из бюджета, которые работники бюджетной сферы, учителя, врачи, они этого просто не видят. Значит, механизм очень простой. Значит, деньги перечисляются, люди расписываются за получение прибыли. В то же время деньги они эти не получают, потому что они напрямую перечисляются в виде добровольных пожертвований в, соответственно, фонд Ахмата Кадырова. В чем ключевая проблема с этим фондом? Значит, по уставу фонда Ахмата Кадырова его задача, ключевая задача – помощь малоимущим людям, поддержка малоимущих слоев населения. На практике же на что тратятся эти деньги? Значит, в докладе очень подробно перечисляется, собственно, в чем суть. Значит, если сформулировать в двух словах, эти деньги идут на роскошную жизнь Рамзана Кадырова, на то, чтобы потешить его собственное эго. Но вот я перечислю некоторые известные расходы из фонда Ахмата Кадырова. Значит, часы стоимостью 100 тысяч евро, подаренные Кадыровым стилисту Сергею Звереву. Автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 250 тысяч евро, подаренный Кадыровым телеведущей Яне Рудковской. Тут вот даже и малой части этих денег не разбросано, которые Кадыров тратит на подарки своим дорогим звездным гостям. Гонорар 1 миллион евро Диего Марадоне за участие в футбольном матче с Кадыровым. Гонорар 2 миллиона евро Майку Тайсону, прилетевшему в Чечню для товарищеского спарринга с Рамзаном Кадыровым. Гонорар 1 миллион евро актрисе Хиллари Суонг, прилетевшей в Грозный поздравить Рамзана Кадырова с днем рождения. Но здесь перечислено достаточно большое количество известных расходов фонда Рамзана Кадырова. Но что самое возмутительное, на фоне довольно непростого положения в Чеченской Республике и очень серьезного социального расслоения, когда одна часть населения вынуждена фактически оплачивать дань в фонд Кадырова, при этом сам Кадыров и его ближайшее окружение строят себе огромные дворцы, купаются в роскоши. Кадыров живет в резиденции в Цанторое площадью 260 тысяч квадратных метров, и, соответственно, там обслуживание, там, да, все это обслуживание этого особняка оплачивается из федерального бюджета. Вот на фоне этого дикого социального расслоения траты из бюджета, который наполняется за счет добровольных пожертвований на эту роскошную жизнь, не вызывают абсолютно никакого интереса со стороны федеральных властей и проверяющих органов. Как известно, в соответствии с российским законодательством, любое НКО, каковым по уставу является фонд Ахмата Кадырова, обязан отправлять отчетность в Министерство юстиции систематически. Значит, за все существование фонда Ахмата Кадырова этого не было сделано ни разу.